такой вот Чехов и школьная Да, программа совершенно с верно. портретов. Антон Павлович пьет кумыс, хорошо пьет, хорошо ест, пьянеет, все время весел, здоров. Минуточку. У меня есть еще один аргумент. Очень много общался с людьми и как врач, и как человек, интересующийся именно характерами людей. А вот это вот ваше сходство с Чеховым, оно как-то вам лично в жизни помогало? Как в любом произведении Антона Павловича Чехова, оставляем финал открытым. Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай. Из записной книжки Антона Павловича Чехова, писателя с полным отсутствием пафоса и добросовестного земского врача. Сегодня со сценаристом и книгоиздателем Равилем Еникеевым поговорим о любимом классике мировой литературы. Равиль, здравствуйте. Здравствуйте, Лилия. Сразу хочу пояснить нашим телезрителям, что мы познакомились с вами, когда работали над моей книгой. Вы совладелец типографии, которая специализируется на книгоиздании, но каково же было мое удивление, когда недавно я увидела документальный фильм, где главную роль играли вы. И роль ни много ни мало играли самого Антона Павловича Чехова. Как так получилось? Расскажите об этом опыте. Вероятно, заметив сходство с Антоном Павловичем, меня и пригласили на съемки фильма реконструкции «Антон Павлович Чехов. Медовый месяц Башкирии». Автором идеи выступила Эльвира Шайнер, актриса Национального молодежного театра имени Мустафы Карима. Оператором-постановщиком, звукорежиссером и монтажером выступил Ренат Еникеев, мой родной брат. Фильм через год был создан. И получился достаточно информативный. Локации были в основном... Натурные съемки проходили именно на территории бывшей как раз Андреевской санатории, так называлось в то время. Ныне это детский оздоровительный лагерь имени Чехова. Он действующий, он летний. Практически все домики сохранились, они остались так же, как и были при Антоне Павловиче, когда он там лечился. Практически все натурные съемки проходили там. Интерьерные в домике Антона Павловича, где он лечился. Это домик номер 40, и в настоящее время он является музеем. Очень интересно. Скажите, а вот это вот ваше сходство с Чеховым, оно как-то вам лично в жизни помогало? Были курьезные случаи. Совсем недавно, будучи в Москве в служебной командировке, мы остановились в отеле, в котором получили хорошую скидку за проживание, когда обнаружили такое же сходство с Антоном Павловичем, поскольку у них еще и весь антураж был в стиле чеховских времен. То есть вы этим активно пользуетесь? Нет, я этим не пользуюсь. Я этот образ применяю только в тех местах, где был Антон Павлович. Но я хочу обратить ваше внимание на такой момент. Первые ваши ассоциации, которые вы ставите перед глазами, когда вы слышите слово «пенсне», «бородка клинышком», «бабочка», «шляпа». Но это такой вот Чехов и школьная программа с портретов, которые у доски висели. Это образ Антона Павловича Чехова, который мы все знаем с детства и по сегодняшний день. Вы знаете, не так давно я наткнулся на изображение портрета Антона Павловича, сделанное его другом Исааком Левитаном, на котором он изображен совершенно не такой, каким мы его представляли. Это тоже Чехов? Да, это тоже Чехов. Это молодой человек, полный сил, полный здоровья, никаких следов от болезни. То есть, он достаточно румян. Интересно, что, оказывается, человек был не совсем такой, каким мы его привыкли видеть. Сегодня в этом подкасте нам интересен Чехов еще и потому, что, может быть, не все знают, но он в течение месяца был действительно в Башкирии и лечился здесь кумысом вместе со своей молодой женой Ольгой Книпер. И говорят, что этот кумыс даже очень заметно поправил его здоровье. Да? Да, дело в том, что летом 1901 года Антон Павлович Чехов с Ольгой Леонардовной действительно приезжали в Башкирию на лечение. Это была Андреевская санатория. Основана она была действительно статским советником Михаилом Сидоровичем Дурилиным. И названа так в честь его умершего брата от туберкулеза Андрея, который завещал строительство такого санатория. Главным врачом был назначен Сергей Михайлович Воравко, который следил за качеством кумыса. Была прекрасная лаборатория, где велись научные исследования именно полезных свойств кумыса. У санатория были свои стада кумысных кобыл.
продукты питания поставлялись именно из мест. Все натуральное. Все было натуральное, всё да, из совершенно. села. Свежий воздух, прекрасная природа. Однако я слышала, что вот с лечением-то там все было нормально, а вот с бытовой частью как будто бы не очень. По крайней мере, когда Чехов со своей женой вот приехали в санаторий, им даже и постельного белья не нашлось, и ни подушки тебе, ни ничего. Я здесь с вами не совсем соглашусь. Дело в том, что характер болезни туберкулез предполагает наличие у больного индивидуальных средств гигиены, как то и нательное белье, и постельное белье. То есть санаторий это не предоставлял, надо было привезти самим. Да, совершенно верно. И то, что Антон Павлович оставался долгое время один, пока Ольга Леонардовна была в Уфе, это тоже не совсем так. Ольга Леонардовна поехала в Уфу, хотя могла, в принципе, поехать в соседнюю деревню. Поехала она на железной дороге, по всей видимости, потому что все мы знаем, что от Уфы до этого санатория на хорошей машине, по хорошей дороге часа 2. Но где мы ее возьмем в начале прошлого века, поэтому она поехала по железной дороге 6 часов в одну сторону, извините, и 6 часов в другую. Плюс, как пишут источники исторические, она захотела пойти в Веденеевский театр в Уфе. А это тоже вечернее время. Получается, больной Чехов дожидался жену, а самое главное, постель. Ночь точно он провел вот так вот на голой кровати. Поэтому я прошу отбросить эти волнения. К тому моменту, когда Антон Павлович Чехов и Ольга Леонардовна приехали на лечение, они были достаточно знамениты, достаточно известны общественности. Да. И Сергей Михайлович, скажем так, отнесся к ним с особым положением. Да. Он сам предоставил свою подушку на это время, пока на время отсутствия Ольги Леонардовны. Культурно просвещался. Да, я так думаю, что постельной принадлежности тоже предоставил. Хорошо, минуточку. У меня есть еще один аргумент. А как же короткая кровать, которую тоже предоставили Чехову? Здесь дело в том, что да, совершенно верно. Кровать была стандартная, а рост Антона Павловича был 1 метр 86 сантиметров. Да, и приходилось Ольге Леонардовне представлять две табуретки к стенке кровати, чтобы Антон Павлович спокойно мог вытянуть ножки. А вот скажите, они, извиняюсь, конечно, за такой вопрос, но вот они жили как бы в одной комнате, там же спаренная комната вот в этом домике, или в разных? Все-таки недавно поженились. В этом домике получается, переоборудовали так, что одну комнату сделали рабочим кабинетом Антона Павловича, а вторая комната была спальней. То есть спали они все-таки вместе в одной комнате. Чехов очень любил выпивать наш кумыс, и он ему очень нравился, да, и все шло, это лечение шло ему во благо. Да, Ольга Леонардовна писала в письмах родственникам, что Антон Павлович пьет кумыс, хорошо пьет, хорошо ест, пьянеет, все время весел, здоров. И за первую неделю пребывания на лечении Антон Павлович прибавил 4 килограмма. Это было большое достижение. Я хочу отметить, что, в общем, лечение кумысом было достаточно бюджетным. Одна бутылочка кумыса в то время стоила 10 копеек. Если в день он выпивал 4 бутылки, умножаем на 4 и умножаем на месяц. Да? То есть, вполне себе можно было позволить вот так вот хороший, качественный кумыс. И поэтому неудивительно, что, в общем-то, ему стало лучше. А еще он ездил в соседнюю деревню. Зачем? Да, вот я думаю, что тоже именно используя свое положение, ему разрешалось покидать пределы санатория. То есть разрешалось? Я думаю, что да. Он любил пешие прогулки в Аксеново. Там была почта, куда он приносил получал корреспонденцию, приносил свои письма. Посещал близлежащие деревни. Там он общался с детьми в школах, с преподавателями, общался с местным населением. Был приглашен на обед к помещику, читал там свои рассказы. Вот так вот выглядит вид с лавочки, со скамеечки Чехова. Сейчас это беседка. Да. Но вот такая панорама открывалась прекрасная на... Как называется санаторий? Андреевская санатория. Да, он так вот такой вот вид. И тем не менее, несмотря на то, что и кумыс ему нравился, и, в общем-то, отдыхать всегда лучше, чем работать, Антон Павлович поспешил вернуться обратно, хотя ему можно было еще на месяц остаться и лечиться. Почему, как вы думаете? Здесь несколько факторов. Во-первых, ему было скучно после такой деловой Москвы, после общения там. Скорее всего, да. Да. И второй момент. Тайно обвенчались с Ольгой Леонардовной и практически в этот же день уехали на лечение в Башкирию. Было непонимание со стороны родственников, которые были в это время в Ялте. Была переписка. И, видимо... То есть, надо было поговорить с роднёй, да? Да. Познакомить с женой. Мне кажется, еще, может быть, я, конечно, могу ошибаться, но мы знаем, что Чехов был хорошим диагностом. И понимая, что ему стало немножко лучше, и он более-менее встал на ноги,
он поспешил вернуться к своим делам, потому что понимал, что жить ему оставалось уже недолго, а дел-то было архи много. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что да, он был очень трудолюбив, то есть жаден до работы, ему надо было все время писать. Было о чем. А вот понятно, что он должен был поговорить с мамой и с сестрой. А куда все-таки он приехал, в Ялту или в Москву? Он приехал в Ялту. Он поговорил с мамой. Да, он именно приехал в Ялту. Вот, а через какое-то время он отметил то, что в Башкирии ему было лучше, чем ялтинская атмосфера. А вот по поводу его болезни вопросик у меня. Он, получается, же в Сахалин поехал уже будучи больным, да? А где он заболел? Как это произошло? Я читал тут то есть такая информация, что в 15-летнем возрасте, живя в Таганроге, он очень сильно переохладился, купаясь в реке. И, по всей видимости, вот это вот потом дало свои такие нехорошие плоды и перешло постепенно в болезнь туберкулез. На Сахалин он поехал в качестве корреспондента от газеты «Новое время». Вот он должен был изучить быт, условия проживания поселенцев, ссыльных. То есть этим он и занимался. Он практически посетил все избы, которые были на Сахалине, переговорил, пообщался со всеми ссыльными, с администрацией. Но самое основное достижение, конечно, было это то, что в одиночку совершил перепись населения, а это ни много ни мало 10 тысяч человек. Вот такой вот адский труд он провел, кстати, будучи еще больным. Но ведь его и никто об этом и не просил. Такой он был гражданин с большой буквы, я бы сказал. По окончании вот этой поездки он пишет документальные свидетельства, то есть не художественную литературу, потому что настолько мрачная атмосфера была на острове. Он пишет именно документальные свидетельства и называет эту книгу «Остров Сахалин». Но отмечу такой момент, что несмотря на вот эти тяжелые воспоминания, тяжелую атмосферу, которая была, он сохранял чувство юмора, иронии, самоиронии. Вот это отразилось, кстати, когда он издал книгу «Сахалин». Посмотрите, что он написал своему другу Левитану. Вот это вот? Да. «Милому Левиташе даю сию книгу на случай, если он совершит убийство из ревности и попадет на онный остров». Да, оригинальное послание. Знаю, меланхоличный Они дружили с Левитаном? Они очень дружили с Левитаном. Только после публикации рассказа по Прыгуне... Такое не забудешь, конечно. Да. И после публикации рассказа по Прыгуне у них на 3 года они расстались, поссорились, скажем так. А почему? Дело в том, что Антон Павлович изобразил в этом рассказе своих знакомых, хороших знакомых, в том числе и Левитана. То есть были узнаваемые персонажи. Да. Они узнали себя, и они все обиделись. А как вы считаете, где он находил типажи для своих героев? Читаешь его рассказы? Мне недавно попался томик Чехова. Как будто все из жизни. Сбросилось в глаза название такое броское – «Оратор». Сегодня бы сказали профессиональный ведущий, да, мужчина. Он работает и тамадой, и ведет и свадьбы, и юбилеи. И вот пригласили его провести похороны коллежского асессора. И все бы ничего, но вместо покойника он стал описывать человека живого, который просто пришел на панихиду. Вопросик. Такая открытая концовка в стиле Чехова. Чем закончится все? Вот где он черпал вот эти идеи для своих типажей? Как вы думаете? Я думаю, что он очень много общался, даже раз он относил свои работы в газеты, в издательства. Очень много общался с людьми и как врач, во-первых, и просто как очень человек, интересующийся именно характерами людей, их поведением, их отношением к тем или иным событиям. То есть все это потом ложилось в его рассказах, в его пьесах. Все бралось из жизни, и поэтому я говорю, что меняется время, люди не меняются. То есть характеры, они есть, они остаются, отношения людей к тем или иным событиям также все остается. Поэтому мы можем эти произведения... Да, все из жизни. Вот психопаты. Сын и отец обсуждают дела на войне или болезни. Они мало что понимают в этом, но ставят свои оценки, обесценивают. Да? И сегодня прям прямая аналогия с хейтерами из соцсетей. Или вот рассказ Ариадна о девушке, которая в зимний период едет в теплые края, как сегодня сказали бы, на зимовку. С мужчинами, которые, в принципе, закладывают свои имения. И они уже и рады с этой женщиной закончить отношения. И, в общем-то, выдыхают свободно, спокойно, когда это заканчивается. То есть, все как из сегодняшней жизни. Не все, но такие случаи, такие мы видим и сегодня в нашей жизни. Ничего не поменялось. Антон Павлович было дано и подмечать вот эти все жизненные
ситуации, характеры людей и красиво излагать это все на бумаге. Равиль, а вот как вы думаете, если бы Антон Павлович сегодня был в наше время, кем бы он был, писателем или врачом? Вообще, как вы его видите сегодня? Я думаю, что вполне мог бы он быть руководителем крупного издательского предприятия, может быть, даже медийным человеком, в сфере медийной мог бы проявить себя. А в качестве врача это какой-то высокий пост именно в системе здравоохранения, я думаю, так. Вы его среди начальников прямо вот видите, да? У него был очень большой опыт работы, большой опыт общения с людьми. Мне кажется, он бы очень хорошо бы руководил. Возможно, да. Потому что помните случай, когда он в 16 лет остался в Таганроге один, хотя у него были старшие братья и отец, и все оставили на него эту лавку, чтобы он закрывал там дела и распродавал все. А семья-то уехала в Москву. То есть, вот этот мальчик, будем говорить, он один таким хозяйством заправлял. Но я за своего брата тоже могу сказать, может быть, да и, скорее всего, наверняка он мог бы стать военным корреспондентом, потому что вспомним историю с Сахалином, его вот эти вот патриотичные чувства, и плюс еще и он врач. То есть он оказал бы там какую-то первую помощь. Наверное, и вот это, возможно, было бы его судьбой. Вы со своим знанием биографии, истории Антона Павловича Чехова, я знаю, что не ограничились только, будем говорить, теорией, а на практике работаете с детьми. То есть вы проводите мастер-классы, где рассказываете его биографию, и не только. Вот об этом опыте интересно узнать. Кстати, мастер-классы и получились потом, после того, как я снялся в фильме. Все мастер-классы в этом оздоровительном лагере я провожу в образе Антона Павловича. То есть я это логично уже сейчас. Да, я приобщаю детей к культуре, к литературе. Помимо этого мы делаем всевозможную полиграфическую продукцию, то, что можно сделать в течение часа. То есть собирают они блокноты, записные книжки себе на память. Получается, что все стадии создания книги, знакомство с автором, да, биографию и создание книги, то есть чисто техническую часть дети познают. Но я знаю, что вы еще и занимаетесь, возглавляете литературный конкурс для детей «Чайка». Да, что это за конкурс? Да. Так получилось, что... Там они еще и пишут. Следующим этапом, скажем так, работы в образе Антона Павловича Чехова мы решили провести первый литературный конкурс. Кстати, так совпало, что он проходил в день 165-летия со дня рождения Антона Павловича. Проводили этот конкурс, объявили, и принимали все работы детей. Там были стихи, была проза. Ну, а дети сами пишут, действительно, или они все-таки искусственный интеллект сегодня используют? Вот как вот ваши ощущения? В основном пишут сами. Интересно пишут? Пишут интересно, язык, стилистика достаточно интересная, жанры самые разнообразные, и история тоже, сами сюжеты тоже достаточно. Кстати, вот можете взглянуть. Это вот плод нашего труда, скажем так. То есть, эта книга полностью состоит из рассказов и историй именно детей. Детей, которые отдыхают в лагере Чехова. И не только из Башкирии, они из близлежащих регионов, есть из Москвы, из Санкт-Петербурга. Поэтому мы охватили, скажем так, неплохую часть России. Вы, получается, этим чеховским местам придали такое литературное значение. И сегодня дети с этим именем и отдыхают. И, в общем-то, как называется, пятая смена, да? Да. Пятую смену проводят тоже с пользой для образования своего. Это здорово. Равиль, я читала разную литературу относительно последних дней жизни писателя. Вот что вы скажете про это все-таки? Как он провел эти последние дни? Интересно ваше мнение узнать. Я хотел отметить, что по возвращении после лечения из Башкирии в течение последних 3 лет он написал не так много. Он уже перестал сотрудничать с газетами. Он писал... потому что болел, да? Да. Болезнь прогрессировала, поэтому он написал 2 пьесы «Вишневый сад» и «Три сестры», и 3 рассказа. Это «Архиерей», «Во враге» и «Невеста». То есть, это были его заключительные работы. В июне 1904 года Ольга Леонардовна везет Антона Павловича на лечение в городок Баден-Виллер. Это курортный городок немецкий на границе со Швейцарией. Туда, кстати, рекомендовали именно немецкие врачи отвезти писателя на лечение. Итак, лето 1904 года Ольга Леонардовна везет Антона Павловича в немецкий курортный городок Баден-Виллер. Как он говорил перед отъездом, я еду туда умирать. Ходят разные версии о том, как проходили эти последние дни, чем занималась Ольга Леонардовна, как вел себя и чувствовал Антон Павлович. Я бы хотел, наверное,
отвлечься, просто посмотреть на их отношения. То есть я не претендую на истину в последней инстанции, просто мое видение, мое мнение. Дело в том, что это были уже два самодостаточных человека. У каждого было свое любимое дело. И вот они занимались своими... То есть Антон Павлович был профессиональным писателем, Ольга Леонардовна... Успешной актрисой. Успешной актрисой, да, ведущей актрисы, столичной, да. Это был гостевой брак? Это был, на мой взгляд, да, это был гостевой брак. То есть, когда они скучали, когда Антон Павлович чувствовал, что ему нужно тепло и любовь женщины близкой, они встречались, они проводили как-то время, а все остальное время каждый занимался своим делом. То есть карьерой. Карьерой, да. И потом, мне кажется, что спокойная, сытая семейная жизнь была претила Антону Павловичу. То есть, ему, как драматургу, мне кажется, постоянно нужно было вот эти вот эмоциональные качели. То есть, он должен был как-то, на мой взгляд... Хватало. Да. Совершенно верно. Ходят разные мнения о том, как их были отношения. Но на самом деле очень сложно, наверное, давать оценку. Вполне возможно, что да, когда становилось лучше Антону Павловичу, то Ольга Леонардовна начинала заниматься собой, поскольку она была видная женщина, молодая актриса. Да, вероятно, она посещала стоматолога в это время, пока Антон Павлович лежал в номере. Вы хотите сказать, что в момент его ухода ее и рядом не было, да? Она у врача была зубного. Я не могу утверждать это, да, но судя по ее потом впоследствии... Но мы читали эти сожаления. К сожалению, что она сожалела о том, что она не взяла никого из родственников с собой. То есть, вот это, может быть, тоже как-то говорит о том, что вполне возможно и такой вариант. Но, как в любом произведении Антона Павловича Чехова, оставляем финал открытым. А вот я знаю, что там же в Германии установлен первый памятник Чехову. После смерти Антона Павловича действительно Константин Сергеевич Станиславский и с представителем российского консульства они поставили этот памятник. Памятник был вылит из бронзы, он был оригинальный по исполнению. Однако с началом Первой мировой войны памятник был отправлен на переплавку для военных нужд. И мы его потеряли. Но уже в советское время, в 1990 году, жители острова Сахалин, непосредственно которые занимались мемориалом сахалинским, они восстановили памятник, они его там отлили, и они собственноручно привезли его в Баден-Вейлер, установили его там, и в 1992 году он был торжественно открыт в присутствии гостей, отдыхающих, публики. Какая потрясающая история. Благодарные современники Сахалина отблагодарили, да, получается, Антона Павловича за то, что он провел самые трудные свои годы жизни, можно сказать, и помог провести перепись населения в том числе. Равиль, вы действительно хорошо знаете биографию Антона Павловича. Такой вопрос позволю себе задать. Изучая его биографию, что вас больше всего удивило, восхитило, а может быть и разочаровало в его жизни? Скорее восхитило. Дело в том, что даже небольшое перечисление тех дел, которые успел сделать Антон Павлович, скажем так, болезненный человек, да, но, во-первых, меня потрясло то, что он за свою короткую жизнь успел сделать. То есть, это построил 4 школы. Та школа, которая была построена в Мелехово, была оснащена теплыми туалетами для того времени, и для сельской местности это было, конечно, очень большое достижение. Он построил колокольню, он построил дорогу на Лопасню, это те же Мелеховские края. В родном Таганроге открыл общественную библиотеку, которую сразу же оснастил 2000 книг и последние 14 лет снабжал литературой. В том же Таганроге установил памятник Петру Первому. Всячески помогал бедным, крестьянам и лекарствами, медикаментами, лечением. По 1000 человек в год он принимал, будучи земским врачом. А в период эпидемии холеры он, опять же, в одиночку обслуживал 25 деревень, и ни одного летального исхода на его территории не было. Вот в самом Мелехово он уже очень плотно занимался садоводством, высадил порядка 1000 вишневых деревьев, засаживал пустые места именно лиственными и хвойными породами деревьев. И еще один момент, чисто его такие качества человеческие, когда Николай II решил пожаловать ему титул дворянина, он отказался от этого. Это был первый момент. И второй, когда ему присвоили почетное звание академика изящной словесности,
в 900 году. В 902 году он отказался от этого звания в знак протеста, что Максима Горького вывели из академии, из членов академии. Ну, это сильно. Это говорит... Что говорит о его характере, да? Да, вы действительно нам сегодня рассказали про другого Чехова, и это очень интересно. И вот тоже такая открытая концовка в его стиле, открытый финал. Здорово, что можно и в наше время открывать какие-то новые страницы известных людей. Огромное вам спасибо, Равиль, за то, что вы посвятили нас во все эти истории. Мне кажется, я прям по-хорошему завидую детям, которым вы доносите вот эти вот радостные и не очень истории, но и учите их своими руками делать книги. Это, по-моему, прекрасно. Благодарю вас, Лили, за приглашение, за участие в подкасте. Надеюсь, что наш разговор воодушевит зрителя на прочтение, на новое прочтение произведений Чехова и проявит интерес к его биографии еще более детально. Я в этом не сомневаюсь. Спасибо вам. Благодарю. Казалось, что еще немного, и решение будет найдено, и тогда начнется новая прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное еще только начинается. 1898 год. «Дама с собачкой». Антон Павлович Чехов.